Apple Pages позволяет отслеживать изменения, которые будут вноситься в наш документ, для того, чтобы визуально понимать, что в нашем документе изменилось, а не вычитывать и сравнивать версии. Ну и тем более это будет актуально, если мы работаем в совместном доступе над единым документом, находящимся в облаке. Для того, чтобы отслеживать изменения, мы с вами переходим в меню «Правка». И здесь нам нужно выбрать команду отслеживания изменений. Далее нам сообщат о том, что при отслеживании изменений участники, которые будут работать через iCloud в облаке, смогут его просматривать, но не смогут редактировать. А редактирование будет доступно только для тех, кто открывает документ через непосредственно программу на компьютере. Нажимаем «Продолжить», и у нас открывается вот такая дополнительная панель наверху, которая позволяет нам работать с режимом отслеживания изменений. В этом режиме все, что будет внесено в наш документ, любые изменения, будут помечены каким-то образом. Ну вот смотрите, что-то мы печатаем в документ, он выделяется синим цветом, наш новый текст, и слева появляется вот такая синяя черта, которая говорит о том, что в документ внесены какие-то изменения. Если мы какой-то текст удалим, то сам текст мы уже не видим, но при этом остается в этом месте пометка о том, что здесь что-то у нас было. И опять же слева появляется от этой строки соответствующая полоска, которая нам об этом говорит. На панели что мы видим? Давайте, во-первых, нажмем на самую первую кнопку, которая нам откроет боковую панель работы с изменениями. Я закрою оглавление, чтобы оно нам не мешало. Переключусь в режим «Только документ». У нас есть два исправления. Как только мы наводим на какое-то из них, от него сразу тянется вот такая вот синяя полоска к строке, в которой это исправление сделано. Здесь указан пользователь, которым сделано исправление, указано, когда оно было сделано. И здесь же мы можем это исправление отклонить, нажав кнопку «Отклонить», и оно у нас удалилось. Или наоборот принять. Если мы нажмем кнопку «Принять», то то, что мы удалили, удалилось окончательно. Ну и, соответственно, теперь у нас в документе никаких исправлений нет. Давайте немножко их отменим, чтобы они вернулись, чтобы они у нас снова были. И дальше продолжим смотреть на панель. На панели нам пишут о том, что у нас в документе есть два изменения, то есть мы знаем, как много их. И здесь же есть стрелки для перехода между этими изменениями. Переход к следующему или к предыдущему. При этом автоматически протягивается полоска, которая соединяет изменения и выноску этого изменения на левую панель, что тоже достаточно удобно визуально. Мы можем добавить комментарий прямо с этой же панели. Давайте, например, к вот этому слову добавим комментарий, и для этого нам понадобится кнопка «плюс». Комментарий тоже выносится нам на левую панель. И это то же самое, как если бы мы добавляли комментарий с помощью вот этой кнопки. Никакой абсолютно разницы нет, как добавлять, просто две разные кнопки, отвечающие за одно и то же. Далее мы можем выбрать какой-то текст и с помощью вот этой кнопки его выделить. Наш текст выделился точно таким же синим цветом, для того, чтобы мы, возможно, на него обратили внимание в будущем. И, может быть, мы хотим добавить комментарий, это можно сделать на этой же панели. Можно, в общем-то, не делать, просто оставить пустое выделение, если нам так удобнее. Далее, вот на этот переключатель давайте посмотрим. Это
переключатель, который позволяет нам включать или выключать режим исправлений. Сейчас он находится в режиме «включено», но если мы его выключим, то есть переведем в режим «приостановлено», то теперь любые наши изменения никак не будут фиксироваться. Последняя кнопка на этой панели, такое вот настроечное колесо, позволяет нам проделать дополнительные настройки. Давайте посмотрим, что там есть. Первая позиция – разметка. Это тот случай, когда удаления какого-либо текста отображаются зачеркнутыми. Не просто удаленными и несуществующими, как мы это видели ранее, а полностью вот так вот перечеркнутыми от начала и до последнего удаленного символа. Вариант разметка без удалений – это то, что у нас было до этого, когда у нас не отображаются удаленные слова, отображается только символ о том, что было произведено удаление. И третий вариант – это окончательный вариант того, как будет выглядеть документ. В этом режиме никакие исправления внутри документа не отображаются, они только вынесены на панель, но при этом мы видим финальную версию документа, если бы мы приняли все изменения. Далее есть кнопки «Принять и отклонить все изменения» в этом документе. Давайте я вернусь к варианту разметки вот такому, более наглядному. Здесь же мы можем отключить отслеживание. Нас, правда, спросят, хотим ли мы принять все изменения или отклонить. Мы пока с вами все-таки ничего отключать не будем. И в чем отличие? В том, что вот здесь мы приостанавливаем отслеживание изменений, а тут полностью выключаем. Ну и еще одна настройка – это авторский цвет. Вот у нас по умолчанию цвет выбран синим, можно выбрать какой-то другой, ну, например, оранжевый. И все изменения, которые мы будем делать под своей учетной записью, будут соответствующим цветом. Каждый пользователь может выбрать себе какой-то собственный цвет, и в этом случае будет удобно смотреть, кто и как что-то исправлял в документе. Ну и каждую отдельную правку мы можем принять или отклонить, кликнув по ней правой кнопкой мыши прямо в тексте и выбрать соответствующую позицию. Принять изменения или отклонить изменения. Давайте здесь отклоним, а вот здесь вот примем, например.